Челядь, талмурок был метод Машам, тот чинакомый поэт, миян современник Серафим Алексеевич Поповлан Кылбурьясын. Черный там тая поэт Исленол Антой Елыш, Сылан Гижат Ясилыш, Кывзам Кылбурьяс, как яслы дясно, тиян йорт ясно. Кывзам Авеля Вагелиналыш Кылбурьяса. Ов миян республика, Серафим Попов. Им войвылын, мед меча мед донаму. Сын ключвай сыстымджик, кыфта будью, а парма скыпалы, пыротко двеж. И некучем меч выле, сиес он веж. Ов, коми республика, миян тому, Советский Союз, ты над кожна лишут. Ов, миян республика, шуда республика, комилан му. Из современных поэтов Коми он самый известный, самый популярный. Его читают, его песни поют. Его творчеству посвящены солидные труды литературоведов. Наш очерк о нескольких рабочих днях поэта, выхваченных из будней в разные времена года. Что работа поэта – это непрерывный, полный постоянного напряжения мыслей и всех душевных сил процесс – еще одно тому подтверждение признания самого поэта. Может перо оказаться потяжелей топора. Это признание человека, которому не понаслышке знаком труд лесоруба, сплавщика, солдата. Вырос я в семье крестьянина в селе Жишард. Учился в Усть-Кумской школе второй ступени. Окончить школу не удалось. Мне надо было помогать престарелым родителям. Работал в колхозе, сплавлял плоты в Архангельск, тесал шпалы, строил в лесопунктах дома для рабочих и рубил лес, курил деготь и смолу. Все это делал с большим вдохновением. Нынче другие заботы, с прошлым ослаблена связь. Может быть, скажет мне кто-то, легкая жизнь началась. Так ли? Над строчкой терзаться буду опять до утра. Может, перо оказаться потяжелей топора. И не в лесной передряге, не от хозяйственных дел, а над листами бумаги я словно лунь посидел. Что я пишу, как все-таки пишу я, об этом скажет кто-нибудь другой. Коль плохо скажут, в сердце грусть большую я затаю, товарищ дорогой. Похвалят, что ж, покажется вдруг мне, что за плечами крылья отросли, и небо станет синего синей, светлее станет день моей большой земли. У мира светлого всегда в долгу поэт. Пишу для пахаря, для девушки красивой. У лесоруба стих в душе оставит след, пусть ненадолго. И на том спасибо.
Слаб стих, я скрою боль свою, а крепок, значит, я солдат в бою. Рассказывает кандидат филологических наук, поэт Альберт Ванеев. Ну, известно, что большой поэт вырастает тогда, когда биография поэта и человеческая, и творческая его биография связаны с биографией страны. В этом отношении биография Серафима Попова была очень богатой, потому что его жизнь прошла в те годы, когда и наша страна переживала и очень трудные, но очень яркие, героические этапы в своем развитии. Серафим Алексеевич Попов пришел в литературу в годы первых пятилеток. Затем на долю этого поколения выпали испытания Великой Отечественной войны, послевоенное строительство и наше яркое сегодня. Серафим Алексеевич Попов и его творчество представляют очень яркую, очень важную и нужную для коми-литературы страницу. На творчестве Серафима Попова воспитывалось целое поколение наших коми-писателей, в первую очередь, конечно, поэтов. Но особенно радостно, пожалуй, говорить о том, что Серафим Алексеевич Попов не стареет душой. Он вечно молод. И несмотря на прожитые годы, он очень молодыми глазами, каким-то юным сердцем воспринимает те события, которые у нас происходят в стране, которые происходят у нас в Коми-республике. Он очень остро видит то новое, которое нарождается на наших глазах в нашей Коми-республике, и поэтическими средствами передает это в своих стихотворениях и поэмах. Но есть тема, к которой поэт возвращается почти в каждой своей новой книге. Это тема войны. Гвардии капитан запаса Серафим Попов прошел всю Великую Отечественную, награжден орденом Красной Звезды, медалью за отвагу. Был тяжело ранен, демобилизовался, но не вышел из строя. Вслед за его первой книгой стихов «Фронтовая дорога» появляются новые «Я славлю мир», «Вечный огонь», «Память». Там, на Дону, и приобрел я право идти путем, который всех трудней, не ради чести и не ради славы, но чтобы жить на уровне тех дней. И сегодня он по-прежнему верен своему поэтическому девизу. Стиль его работы, всей жизни — быть в гуще дел и забот родной земли, ее людей, быть им нужным. На две части разрезала сопку протока. Там, где озеро Лаяты, сон вековой, на одном берегу чум стоит одиноко, на другом тень от вышки легла буровой. Вот сегодняшний тундры пейзаж. Непогода хлещет ветром и снегом, как вестник беды, но навстречу аргишам идут вездеходы, чтоб полозьев и траков скрестились следы. Что ж не радостно на сердце оленевода, свесив голову низко, как будто без сил, словно в омут озерный, в бездонную воду, он свой койбедь заветный и нож уронив. Мне, дружище, ясна твоей грусти причина, мол, в краю моих предков творят произвол, коль какой-то бурильщик, приезжий мужчина, ставить вышки на тропах оленьих пришел. Не тужи, он из тундры добудет богатство для того, чтобы людям счастливее жилось. Ну а ты научи его, веруя в братство, все живое беречь, жить с природой не врозь, чтоб
кусты над рекой не поникли в печали, чтоб родимый наш край не исчах, не зачах, чтобы лебеди с озера не улетали, и багульник бы цвел на его берегах. Жарко пышет костер, пелять сварится скоро, в чуме прибрано, чай заварить бы пока. Все готово для дружеского разговора. Гости с вышки проведать придут старика. Серафим Алексеевич долгое время работал в газете. Был редактором журнала «Войвов Коджев», «Северная звезда». Он и сейчас много ездит по республике. По-юношески страстно интересуется всем, что происходит вокруг, мгновенно откликаясь на происходящее. Часто его стихи – это своеобразные поэтические репортажи с места события. Из тундры далекой буровой, с лесной делянки, из геологической партии, из шахты и речного порта. Редкая точка найдется на карте республики, где бы поэт еще не побывал. Рад я шагать, как былые года, вдаль за речные излучины. Думаю, может быть, только тогда строки отыщутся лучшие. Серафим Попов – коми-поэт. В его лучших произведениях раскрыто духовное богатство и традиции его народа, национальный характер. Вместе с тем, поэзия Серафима Попова пронизана глубоким чувством интернационализма. Многие его стихи переведены на русский язык, языки народов СССР, ряда зарубежных стран. За заслуги в развитии советской литературы Серафим Алексеевич награжден орденом «Знак почета». Ему присвоено звание заслуженного деятеля литературы и искусства Коми СССР. Он лауреат Государственной премии Коми СССР имени первого коми-поэта Ивана Алексеевича Куратова. Но дороже всего Серафиму Алексеевичу благодарность тех, о ком и кому он пишет, его читателей. Помните, в его стихах говорилось: «Похвалят, что ж, покажется вдруг мне, что за плечами крылья отросли». Тем, кому довелось увидеть его таким окрыленным, вдохновленным, посчастливилось увидеть поэта. Один из русских переводчиков Серафима Попова, Иван Молчанов, сказал: «В его стихах я ощущаю неповторимый аромат хвойной Пармы, тайги, дыхание снежных равнин Приполярья, алые крылья северных зорь, птичий говор на светлых полярных озерах». Да, подтверждает сам Серафим Алексеевич, красота родной земли всегда была и остается источником моего поэтического вдохновения. И еще труд, творческий труд моих современников. Меня это вдохновляет и воодушевляет, и поэтому я неустанно стремлюсь побывать везде, где только возможно, где только можно видеть подвиги наших людей. Я стремлюсь идти туда, хотя и на свой пожилой, как говорится, несмотря на этот возраст. Уже в этом году я был у строителей новой железной дороги Сыня-Ущинск, у шахтеров Воркуты, у оленеводов Тундры, у лесозаготовителей республики. И все об этом виденном я хочу воспеть в своих стихотворениях.
Я недавно писал такие стихи. Медся щекид, секиовны, кудрьезлы вон кутковны, ино наджи, шудо наджи, йорткат паны дачны янджи, мьёжу сие кола кодлан щела мазье биен коды уджвила, и тыша, муна вечка да воскычавт. Это будет так. Самое трудное жить на свете тогда, когда ты не будешь нужен людям, когда не находишь места и встречаться стыдно друг с другом, потому что у человека сердце должно быть таким, чтобы оно всегда звало его вперед. Великий Гёте в свое время говорил, что я не свидетель этих дней, этих событий, а участник ее. И я считаю, что поэт должен быть именно участником этого всеобщего нашего подвига всего народа. И в этом заключается долг поэта. Когда в тайге, бруснику собирая, склоняюсь я к земле, сдается мне, что ягодкам я кланяюсь. Любая взросла в моей родимой стране. И каждая приятна мне, и каждая рекомендую в кузовок залезть. Не потому, что жаден я и жажду добычи, чтоб богатство приобресть. Нет, все, что наберу, отдам я людям. Для них же в тайниках таежных царств добудем, коль удачливы мы будем, густой смолы, что лучше всех лекарств. Ты наша мать, тайга, трудом да лаской ты в детстве воспитала нас, любя. Еще б рассказывать лесные сказки суметь мне выучиться у тебя. Древний обычай таежных людей — думать о тех, кто придет за ними. В охотничьей избушке вы всегда найдете соль, сухари, дрова, у родника черпак из бересты. Сын коми тайги, поэт Серафим Попов, верен этой доброй традиции. На ветку рябины черпак берестянный повесил я. Сердце отрадою бьется. Другой, обнаружив источник желанный, придет и серебряной влаги напьется. Skocza śnieg,